Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Биринчиден, сиздерге чоң рахмат. И я приношу свои извинения всем вам за долгое молчание. Я видел и читал все ваши комментарии каждый день и искренне признателен вам за вашу поддержку и ваши оценки. Прошу прощения, что выхожу вечером в прямой эфир, но вы сами видели события, которые сегодня происходили в течение дня. Сегодня завершается важный этап стабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране. Правительство, утвержденное в октябре 2020 года, передало полномочия новому премьер-министру и новому кабинету министров. И несмотря на короткое время нашей работы, а также зная и понимая, что в правительстве будут изменения, мы работали, не покладая сил, искали пути стабилизации экономики после сильнейшего удара COVID-19, боролись со второй волной глобальной пандемии, обеспечивали бесперебойное прохождение ОЗП и выполнение социальных обязательств правительства. Я благодарен каждому из вас, каждому, кто поддерживал нашего президента, правительства и основные приоритеты нашей работы все это время. И я благодарен каждому члену правительства за работу в это нелегкое время, в этот нелегкий период. Сорбалдиевой Эльвире Джалгалбековне, Сабирову Равшану Азатовичу, Мамутканову Максату Юналиевичу, Тактагазиеву Телеку Мусалиевичу, Кадрбекову Джигит Кадрбековичу и многим другим, которые все это время способствовали стабилизации ситуации. Скажу честно и откровенно, и вы это знаете, у меня никогда не было личных амбиций, и тем более я не стремился занять пост премьер-министра. Мы работали ради будущего нашей страны, и я думаю, что нам удалось заложить основы масштабных реформ в экономике и предпринимательском секторе. Вы знаете, что согласно Конституции коалиция парламентского большинства выдвинула Марипова Улбек Асамединовича на пост премьер-министра нашей страны, и сегодня его кандидатура была утверждена Джукурку Кенешем. Он, в свою очередь, оказал мне доверие и пригласил сохранить должность первого вице-премьер-министра. И я прошу вас дать возможность новому премьер-министру реализовать свою программу и поддержать новую команду правительства. Предстоят масштабные политические изменения, вы все прекрасно о них знаете. Уже в апреле текущего года на ваше утверждение и на ваше рассмотрение будет вынесена новая редакция Конституции, которая должна многое поменять в нашей стране, даже с точки зрения будущего развития. Я просто хотел сказать, что я остаюсь с вами, дорогие друзья. Постараюсь быть таким же открытым, таким же доступным для вас. Уверен, что впереди нас ждут большие позитивные изменения. И, пользуясь этой возможностью, я сегодня, наверное, не буду долго говорить, но хотел поделиться с вами еще одной важной новостью, которая буквально сегодня была опубликована. Вы знаете, что многие поднимали вопросы по возможностям перелетов в Российскую Федерацию, увеличению количества рейсов. И буквально сегодня руководство Российской Федерации объявило об увеличении количества авиарейсов между двумя странами с 8 февраля текущего года. Количество рейсов будет увеличено с 1 до 3, как с кыргызской стороны, так и с российской стороны. То есть фактически регулярных рейсов будет 6 в неделю вместо 2, которые были до этого времени.
Это только первый шаг, который был сделан. Сейчас ведется большая работа по реализации инициативы Евразийского экономического союза и по участию Кыргызской республики в цифровом проекте «Путешествуй без ковид». Я думаю, что в течение ближайшего времени мы закончим соответствующую подготовительную часть, и вопросы с авиасообщением между Кыргызстаном и странами Евразийского экономического союза будет решен, и это также скажется в том числе на стоимости авиабилетов. Будем вести соответствующую работу, и я уверен, что впереди будут большие позитивные изменения, поэтому будем работать, уважаемые друзья, и будем с вами на связи. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы с нами, и спасибо за то доверие, которое вы оказываете. Рад был с вами всеми увидеться. До новых встреч.